Испытано на себе. Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня у нас будет очень интересный выпуск, потому что мы поговорим про наш национальный инструмент хомус. И, соответственно, сейчас задача в этом выпуске мне повысить мои умения, да, вообще научиться правильно играть на хомусе. Ну а где это можно сделать? Это, конечно, Арктический государственный институт культуры и искусства. Рядом со мной находится Наталья, студентка АГИКИ, и вместе с ней я попробую повысить свои умения в игре на хомусе. Ну, в целом, историю, я думаю, хомуса мы все знаем, что это наш, конечно, национальный инструмент. И самое главное, что я могу, я, наверное, не ошибаюсь, вибрации, говорят, хомуса, они очень полезны. Да, все верно. В основном хомус там это как медитативный там инструмент. И вот. Ну да, для здоровья, для того, чтобы, как особенно, думаю, в наше стрессовое такое время, да, когда мы все в работе, все время куда-то бежим, я думаю, такой вот инструмент, ну, желательно, чтобы был у каждого, наверное, да. В целом, с чего вообще начинает обучение хомусу и вообще как правильно его держать? Давайте так. Правильно, давайте начнем с того, что нужно держать между там указательным, между большим пальцем. Так. Вот так вот. Так, между большим. Ага. Между большим и там указательным пальцем. Вот здесь мы должны прикусывать, прикладывать к зубам. Ага. Правой там кистью руки мы должны надевать. Звук. Ага, попробуйте. Так, сейчас. Ага. А обязательно кисть, да, вот она должна быть плавной, да? Да. Я просто думал. Я как бы привык, ну, как я думаю, многие, может быть, да, кто специально не обучался, как-то так вот. Так Но да, так вот. да, вот так тоже. Обычно, То есть должна быть свободная кисть. Теперь попробуйте вот этим вот местом. Не здесь, а здесь. Да? Ага. Ну-ка. Только это сложнее, это непривычно. Но это правильная, ну, как бы, техника игры, да? Правильная техника. Еще попасть надо. Теперь попытайтесь там освободить. Вообще освободить? Да, полностью, без нажатости. Ого. Так. Я просто щеку свою задеваю. Сейчас. Ну, и если, по идее, да, вот если я так играл, то как-то более, наверное, можно контролировать лучше. А тут или это такое субъективное мнение? Ага, да. Да? Теперь давайте попробуем звук йо. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Это уже, то есть это уже такой, наверное, не базовый, это уже какой-то, как сказать, прием, да, определенный? Да. Так. Я просто говорю йо-йо-йо-йо. Да. Вот.
Так, я начинаю думать про йо, и у меня кисть сжимается. Так. Ой. Так, что, подождите-ка. Так. Так, надо сначала обычным вспомнить, как так. Сейчас. Самый неприятный звук это когда по зубам же, да? Да. Ну, кстати, надо сказать, по-моему, это зависит, нет, от хамуса, от самого. То есть бывает, что играть стараешься, но все равно по зубам бьет. А Да. бывает так, что он как-то ровно играет, все равно, сглаживает это. Хумус нужно свой прочувствовать. Когда ты берешь, покупаешь через кого-то, тот хумус может быть не свой. Неподходящий. Неподходящий. То есть правильно ли приходить, допустим, в магазин или к мастеру и прям пробовать, да, хамусы разные? Да. Ага. Так, ну, если честно, это не мой хамус, да, это хамус агики, но мне кажется, он немножко маловат, да? Да. Есть такое? Поэтому, может быть, у меня какие-то проблемы, но тем не менее, сейчас попробуем. Молодость вспомнил. Йоу. Так, хорошо. Так, потом следующий звук ля-ля-ля-ля-ля. Ого. А может сейчас сыграть йо и лё, чтобы разница? То есть там такие небольшие интонационные изменения, да, есть? Так, сейчас. Лё, лё-лё-лё. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой. Ага. Ага. Лё-лё-лё-лё. Теперь Йо-йо-йо. попробуйте перемешать. Вместе. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, на каждый удар йо-йо-йо? А, все время. Ага. Йо-йо-йо. Очень быстро, да? Да. А как йо-йо-йо-йо-йо? Йо-йо-йо? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. На каждый там удар Два йо. по несколько йо. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Сколько сможете? Очень сложно. Ага. Ну-ка. То есть, грубо говоря, ну как сейчас йо-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 йо, вот так, да? А скорость быстрее сделать или нормально? Чуть быстрее? Чуть быстрее. Хорошо. Я в ритм хочу попасть. Это очень сложно. О, ничего себе! О, вот это да! Такое ощущение, что чуть на класс выше я стал. Так. Лё легче, чем йо. Йо как-то сложнее. Испытано на себе. Кстати, надо сказать, что несмотря на то, что маленький хамус, да, он какой-то басовитый какой-то, да? Бывает такое? Да, да. Это зависит от чего? Там от того, что, допустим, здесь язычок прикрыт, поэтому тон ниже. Да? Ага. Ага. Здесь он чуть-чуть приоткрытый. Фокус есть, да? То есть вот даже вот этот нюанс, то, что язычки, вот тут у него больше спиралей, да? Ага. Из-за этого он басовитей. Да. То есть, глядя на хамус, можно понять, что вот тут будет более басовый. Да. Там более высокий, да? Круто. Так.
Хорошо. Что дальше? Я уже готов. Вы же хотели научиться Это да, это действительно звуковым. звуки животных. Вообще вот, когда смотришь, ну, выступления наших мастеров, просто заслушиваешься, да, там и кукушка, и лошадь, и волки воют. То есть, ну, просто целый мир, да? А вообще вот самый, на ваш взгляд, легкий, ну, звук животного, какой можно сымитировать? Скорее всего, свист в начале. Ага, птички. Ага. То есть Тюгють. прям свищу? Да. Тюгють. Тюгü. Ага. Это я делаю? Так. Как будто в лес пришел. Там тут светит фонарем. Так, хорошо. И как это сочетается с хамусом? Сначала там обычно берут протяжную там игру, потом там остановились, потом и Как дальше. композиционная Да. часть Как выступления? будто бы перерыв. Ну, между игрой и Да. хамусом. То есть я, допустим, играю композицию, а у меня одна композиция, потом я могу сделать паузу и ну, конечно, попробую. Ну, а сейчас будет просто обычная игра, потом с птички, а потом лё-лё-лё сделаем, да? Ну, Можно так? Можно так. Сначала можно что-то Протяжное. протяжное, медленно. Ой, опять не там ударяет, да? Похоже? Повыше. Какой-то техно получился. Нормально для первого раза, наверное. Хорошо. Супер. Ага. Так, потом можно сделать между ее звук р. Ой. Ого. Звучит сложно. Так, это надо сейчас без хамуса, да? Попробовать. Сначала без хамуса. Тут тоже высоко надо сделать, да? Да. Чуть повыше. Слишком близко. Так. Сейчас. Да? Почему я палец вверх поднимается? Так. Ага. Чуть-чуть повыше Выше? Еще выше? Да. Нет. Ага, да. Да? Да. Ага. На связке, ну, давление идет. Ой, это, кажется, очень сложно. Так, сейчас. Так, попробуем. А в связке с хамусом как это делается? Связки с хумусом. Так, теперь я связал, да, два звука. Точно слышал. Да. Так. Я рою.
Неправильно, кажется. Повыше. Нет. Как будто какой-то слон. Слон в саванне. А вообще это звук лошади? Не лошади? Нет, это струя. Стерх. Ага. То есть это его Да. звук. Ну, слушайте, это очень ответственный звук. Сейчас. Да я не могу такое. Представьте, как с горки. Вот. О! Я представляю, ну какое мое лицо сейчас, если бы я выступал на сцене, и каждый звук с такой гримасой. Очень сложно. Так, давайте еще раз попробую. Если не получится, то буду дома тренироваться, хотя надо будет, наверное, хомус купить. Так. Вот. Да? Да. Похоже. Ух. Это мега сложно. Вспотел Мне уже. кажется, я сейчас хотел. Мне кажется, там люди около кабинета собираются. Что случилось? Что там происходит? Так, супер. Так, ну я, да, запомнил, но это очень сложный звук для меня. Такой, что нужна тренировка. На самом-то деле Это самые легкие? самое простое. Так, ну давайте попробуем следующий тогда уровень. Следующий, там это, там кукушка. Это классическое. Ого, Ху-ху. Ху-ху. как бы надо выдохнуть. Да? Ага. Попробуйте воздух набрать в живот. Ага. Это у меня стерх остался сейчас. Так, сейчас. Ага. Ага. Попробуйте теперь звук сделать более там округлый. А. Это выше надо сделать мне сейчас, да? Или ниже? Как будто бы взять, представить, что гортань как там купол. Ой, извините. Да, а в целом можно так представить, что кукушка у меня такая не классическая, а чуть-чуть охрипшая, да? Можно. Более такие. Попробуем, ну как, покажите, как С хумусом. с хомусом вместе, да. Я попробую, там уже попробую подшлифовать. Круто. Так, теперь моя кукушка. Сейчас. Ой. Вот, да, Да? да, да. О. Повыше еще чуть-чуть. Как-то дверной звонок немножко смахивает, но в целом можно подшлифовать. То есть
Техника, я так понимаю, что нужно животом, как бы не выдыхать легкими, а животом помогать, Да. как бы и резкий такой, и на звуки, Ху-ху. да, такой на выдыхании. Да, Супер. на выдох. Ага. Повыше еще. Вот это очень сложно. Я почему-то не могу. А вообще, вот есть такая разница, что девушкам легче как бы звуки имитировать, чем парням? Не всегда. Не всегда? Ага. То есть все равно это, ну, возможно, то есть повыше сделать, да? Да. Тональность. Ага. Вот я не могу, как-то сложно. Вот. Попробуйте максимально взять. Ну вот это максимально было. Ну вот. Но вот если у меня как будто там уже в связках как-то уже какой-то предел стоит. Ну-ка. Ага. Вот. Вот. Здорово сейчас. Спасибо. Супер, ничего себе. Я Ага. сколько лет, мне сколько уже, за 40 я всю жизнь мечтал научиться кукушкой играть. А получилось, вот, в принципе, супер. Ага. Так, я готов. Еще какие у нас есть животные? Следующий похожий звук. Берем наш шарик, живот. О, Понемножко. как кукушка, только на выдыхании, да? Да. На выдохе. Тоже на выдох. Ага, да. Это как будто из каких-то мультиков женщина смеется так. Подождите, теперь оно у меня в голове так. Можете уставший лес, короче, у нас. Ничего себе. Это журавли. Да. Точно. Ничего себе. Сейчас надо представить журавлей. Да. Я не могу. Попробуйте теперь медленно. А. Ага. Ага. А как вы так быстро делаете? Это Быстро взять. с помощью языка? Нет, вот вибрация именно идет. С помощью воздуха. Воздуха. Ага. Да. Это максимальная частота. Ты как Да. будто ну, типа ты как Смех. типа смех, да, Да. такой? Вот, типа. Ага. Это фильм получается, что такое, да? Нужна пауза. По-моему. Испытано на себе. Я правильно? Я забыл. Ага. Ладно, я думаю, на троечку-то я сделал. Ну, для первого раза, думаю. Самое главное вообще, это, наверное, повторение, опыт, да, и как бы наработка. Практика. Постоянная Тренировки практика. постоянно, правильно. Ну, это как в любом
даже в виде спорта в любом деле. Да. Хорошо. Так, и еще в моих, у меня такой есть список небольшой в голове. Лошадь. Ага. По-моему, ну это всегда поражает. То есть я не знаю, вряд ли у меня получится, но насколько сложно имитировать звук лошади? Скорее всего, там это почти сложный. Один из самых, то есть в топе Да. получается. Ага. Какая техника? Звук Л Ля. мы должны как будто бы проглотить. Так. Ле только наоборот. В себя. Это как? Ага, да. А, Ой. супер. Это такое ощущение, что где-то в шаге от правильности Да. от этого звука. Ой. Это какой-то другой звук же, да? Так, ну это может моей фишкой быть. Так. Я вспомнил, откуда этот звук. Есть же вот эти курицы, которые, надуваешь они, когда нажимаешь на них с таким звуком обратно. Кстати, похожий звук. Все, теперь я не смогу сегодня точно лошадь выучить. Так. Фу. Слушай, я не думал, обычно как игра на хомусе это что-то такое классическое, да, то есть это очень серьезно, по идее. А в целом я даже не представлял, что, вообще, вы же обучались, да, на хомусе? Вас кто Да. обучал? С 5 С 5 лет начала сама, и потом с 13 я научилась у Юлианы. У Юлианы Кривошапкиной. Кривошапкиной, ага. Здорово. Ну вот действительно, но бывали такие моменты, когда, как-то смешные звуки Да, появлялись, да. да? Ну все, значит, все нормально. Так, то есть я никогда не видел, как обучают хомусу. Так, сейчас попробуем. Можно еще раз? Как? И это звук лё, да? Да. Лё. 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 Так, сейчас. Проглотить. Проглотить надо? Через там гортань. А как вниз уходите? Потом намного сильнее надавливать. Еще сильнее. Да, вот. Вот, да. Да? Да. А ржание как получается? Само. Само по себе? Да. Да, я думаю. Так, ну-ка. Вот, да. Чуть-чуть как бы. Почти. Так. Ну, я по традиции предлагаю попробовать с хумусом. Ага. Так, давайте еще раз вы покажете. Хумуса. С хумусом вместе, ага. Так. Ну, одну попытку я попробую, потому что я понимаю, что люди сейчас дома, кто-то ужинает, да, у кого-то приятный вечер, а я тут такими звуками. В общем, мне надо еще учиться и учиться. Прошу прощения. Так, сейчас.
Сегодня у меня не получится, друзья. Извините, пожалуйста. Но есть же еще цокот копыт. Да. Это, мне кажется, несложно. Да. Да? Ага. Точно. Вот хотя бы что-то. Так. Можно, не можно, надо придержать здесь вот, в том указательном Изнутри? пальце. Ага. Ага. Так, мы держим вот так. и Посередине. Ага, Да. посередине. Язычок хамуса мы зажимаем немножко. Зажимаем. Мгм. Ага. Попробуйте-ка сейчас. Просто побить? Ага. Да. Угу. Ну, надо сильно зажимать или так какой-то баланс должен быть? Чтобы он Баланс, чуть-чуть... Ага. Ага. Теперь попробуйте. Это Звук. я внутри языком как бы меняю Да. тональность. Звук. Да. И-о, 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 и-о. Я? Правильно, да? Да. О, классно. Потом можно сделать так вот. Начиная с этого пальца. Начиная с безымянного, среднего, там указательный. Тремя Татан, пальцами. татан, А. татан, 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 татан. Так, Ага. а можно, сейчас я попробую так без зажимания пальца. Ага. Руку правильно держу, да? Да. Так, ну-ка. Попробуйте чуть-чуть вниз отпустить. Да. Так. Как будто пережимаю, да, язычок или нет? Нет. Сильнее? Попробуйте посильнее, да. Та-та-там, па-па-пам, па-па-пам, па-па-пам. Очень сложно. То есть это надо, чтобы все пальцы шли по одной линии, да? Да. А это как-то еще в таком положении сложновато сделать. Попробуйте медленно. А в эту сторону можно? Скорее всего, нет, но можете попытаться. Да, там сложнее. Ага. Мгм. Так, что сделать надо? Медленно. Медленно. Пройтись сначала. Главное, базовые знания я понял. Ну, то есть это дальше практика. Да. Все, то есть, ну, действительно, в принципе, значит, зажимаем еще раз указательным пальцем здесь язычок хамуса. И... Ой. Что Ой. такое? Что случилось? Не знаю. По зубам, наверное. Позволь. Я возомнил себя мастером. Итак, друзья, чтобы сделать звук, надо сделать так. Ну, в целом понятно. Фу, супер. Так, ну, значит, список мой завершился. А кого, какие еще можно, ну, звуки? Вой волка, по-моему, да, делают. Ну, Ага. вообще, очень широкий, по-моему, да, спектр? Да. А можем попросить вас сейчас сыграть, как бы обнулить все вот эти мои попытки, да, то есть обучения, чтобы у всех людей остался, ну, правильный классический, ну, звук от правильной игры на хамусе. Ага. Испытано на себе.
Друзья, ну, сейчас я думаю, чтобы в завершении, да, нашего небольшого урока я попрошу Наталью сыграть со мной в дуэте. То есть у меня будет, наверное, такая простая партия, а Наталья будет импровизировать и покажет все те этапы, которые мы сегодня изучили. Ну, а мне будет казаться, что я очень хорошо играю на хамусе, и то есть все будут довольны. Так, давайте начнем. Сначала делаем композицию такую помедленнее, да? Потом я попробую вставить Переход. птичек, Ага. и потом побыстрее. А быстрее у нас было... Йо-йо-йо-йо-йо-йо. А, все, понял. Поехали. Вот так. Наталья, огромное вам спасибо. То есть сейчас, грубо говоря, на ваших глазах я как бы познал, да, основные, не только, ну, базовые, да, умения играть на хамусе, потому что даже держать нужно правильно, да, хамус, но в целом даже попробовал какие-то уже, в принципе, высококлассные, да, звуки. То есть хотя бы попытался. А вообще надо сказать, что в Арктическом государственном институте культуры и искусств здесь проходят курсы для всех желающих, да, то есть взрослые люди, вот как я, могут прийти и научиться за небольшое количество часов ораторскому искусству, игре на хамусе, на фортепиано, на гитаре, танцам, также рисунок, да, и уроки вокала. Поэтому, друзья, если вы хотите познать что-то новое, да, то есть развиться как-то в культурной части, то есть, может быть, что-то прямо это ваше, пожалуйста, приходите. И, как видите, на моем примере, за вот эти полчаса я как-то... Прямо у меня желание появилось, в общем, купить хамус. Все, я сейчас поеду и поищу хороший хамус. Я думаю, Наталья мне посоветует, где можно будет взять. Вот. Ну, а это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. До новых встреч, друзья. Пока. Испытано на себе.